Накануне во всех православных церквях России прошли праздничные богослужения. Верующие отмечали праздник Святой Пасхи. Ну а сейчас очередь праздничной недели – Светлой Седмицы. В Доме культуры Назрани праздник отметили большим концертом и угощениями. Подробнее Хава Султыгова. Веселье, посвященное православной Пасхе, начинается в Доме культуры Назрани от самых дверей. Посетителей встречает Государственный оркестр филармонии имени Хамхоева и артисты театра юного зрителя. На концерт в ДК собрались представители всех православных диаспор, проживающих в республике. Особое место среди них отведено беженцам из Украины, которые пришли сюда целыми семьями. Познакомившись, они поздравляют друг друга с праздником. От всей души мне хотелось бы поздравить всех жителей нашей республики с таким светлым праздником Пасхи, пожелать всем мира, добра, здоровья, счастья. Я как ингушские праздники, так и свои отмечаю. Так что очень хочу пожелать всем, не только русским, всему населению нашей родной Ингушетии здоровья, чтобы дети видели только мирное небо, чтобы все было во всех семьях хорошо. Ну а зал тем временем наполнился зрителями. В первом ряду священники. Мы празднуем великое событие – Воскресение Христова. И поэтому всех бы жителей, проживающих в республике, без различия какой ни нации и вероисповедания, всем бы хотел пожелать мира, здоровья. И вот в зале гаснет свет, и на сцену выходит казачий хор, а зрителям начинают раздавать пасхальные куличи. Праздник Пасхи один на всех, живешь ли ты в Ингушетии или в России. Глава Ингушетии неоднократно отмечал, что все конфессии должны жить в мире и сам делать для этого все возможное. Об этом сказал епископ Варлаам, передавая Юнусбеку Евкурову с помощником-советником главы грамоту. Мы за его труды, которые он понес, за его участие в жизни верующих людей, православных в республике, награждается он грамотой архиерейской к Дню Святой Пасхи. Мы желаем ему мира, добра, любви. И передайте, Петр Алексеевич, ему самые наилучшие пожелания и благодарность за все, что он нам делает. Не с пустыми руками ушел с концерта и Артур Гусев из Малгобекского района. Мальчик живет далеко от школы, но теперь на новом велосипеде от Миннаца ему будет легче отправляться туда за знаниями. Артур мчится на своем новом железном коне до Малгобека. С праздником вас! А насыщенная интернациональная концертная программа продолжалась в ДК еще долго. Всего же православные считают праздничными все 40 дней после Пасхи и отмечают их с песнями и угощениями. Хава Султыгова, Магомед Дидигов, Новости 24.